Как вы к нам приехали в Россию? Вот важно было бы услышать от вас. Мы в Египет, нам нравится православный церковь, русская православная церковь. Потому что у нас это очень близкий духовный святый. Мы слышали и читали о святой Серафим Саровский, святой Иоанн Кронштадт, слышали, как они жили, что писали святой Феофан Задворник. А сейчас я хочу видеть, как русские монахи живут. Хочу смотреть добродетели монашеские, русские добродетели монашеские. Я спросил наш патриарх, можно я буду в России? Смотрю, он благословил. А вы сами изволили по желанию, да? Или вас выбирали, кто поедет? Не, я не выбирал. Вас выбрали, да? Россия? Ну, Или монастырь? Из монастыря, из братьев. Вы сами по желанию? Да, сам. Да, сам по желанию. Но я молюсь, я не знаю, что делать, что будет. Мне это не экскурс, конечно. Мне не как паломник, посмотрю монастырь и обратно. Но я хочу смотреть добродетели монашеские. Мне это как я учусь добродетели. Конечно, в наш монастырь, я из монастыря святого преподобного Макария Великого, нам нравится ваша церковь, нравится русский святый жизни. У нас есть большая библиотека, много книги о святых, русские святые. Читали много, сейчас мы хотим, смотрим, как живут. Когда я спросил наш патриарх, он благословил, патриарх Тодор II, и когда он сообщал ваш патриарх здесь в России, он благословил тоже, и они организовали этот экскурс. Серьезно, я не знал, куда я буду, в какой монастырь, но матушка игумена Елизавета, она организовала это, и тоже отец Стефан. Но когда я был в России, было большое желание мне, я хочу изучать, учусь добродетели. Ну, ваш монастырь здесь, Святый Якутский, я видел, как монашеской жизни это очень близко у нас, в наш монастырь. Но когда я слышал, этот монастырь был женский, и потом разрушил, и ничего, жили здесь, и потом игумен монастырь, архимандрит Варам, он был здесь, и он основатель монашества и монастырь. Это было как чудо. Мне это очень интересно. Не интересно слышать, но интересно видеть. И когда я спросил, как вы были здесь, что случилось, как вы не построили, как вы основатели монашества, это очень важно. Это трудно основать монашество, но легкий основатель храма, это не трудно. Но я всегда говорю, храм построить очень легко. Да. Как хочешь, так и устроишь. Да. А монашество? Монашеское, да. Как вы сказали, они как дети, а вы как отец, баба. Это не как, это серьезно. Я видел молитва, служба здесь.
устав, систем, когда начинается день, что служите. Серьезно, когда я был в первая литургия в воскресенье, я пришел здесь в субботу вечером, а утром рано был литургия. Когда я был в этой литургии, серьезно, я был в небе. Духовный хор и молитва была, духовная молитва, а люди спокойно, а церковь свет мало, как ура, духовная ура. Мне было очень духовное время. Серьезно. Я молюсь, я не знаю, что я сказал, но это сердце было как горячее. Горячее, потому что это место, святое место, потому что молитва, служба было много. Духовные люди живут в месте, это место будет духовным местом. Святой Дух будет в месте, потому что люди, которые любят Бог, они светят место. Да. Как это я не видел. Ну, мне это большое благословение, конечно, это дар от Бога. А я не выбирал, но я здесь, это мне чудо. Я благодарю наш Господь, а благодарю тоже матушка и отец Варлам, потому что они сказали, организовали это. Ну, мы очень рады вас видеть. Вот вы поедете к себе в Египет и будете рассказывать уже о монашестве в России. Да, когда я вернулся обратно в монастырь, они ждут. Когда я звонил, они сказали, мы ждем. Когда ты будешь, скажите, что ты видел. Серьезно, я молюсь много, потому что я хочу видеть только добродетели монашеские. Потому что это очень важно. Видеть хороший и добрый человек. Духовный монастырь, духовные братья. Я видел любовь, братья. Они любят меня. Это очень важно. Если молитва и вера – это правда, это будет видеть в дела. Люди видят это. Я видел эту любовь, братья, здесь. Мы любим вашу церковь. Мы любим, серьезно, русская православная церковь и святые. Нам нравится, очень нравится. Читает, мы скажем, а время гонения, время. Я читал книгу, это у нас есть монах, он переводит на арабский, от английского на арабский. Читал около 60 миллионов мучеников в время гонения. А когда тоже мы слышали, у вас есть в России около 1000 или чуть-чуть меньше монастырей, это очень много. Это очень много. Да. Это, конечно, дар от Бога. Никто может делить это. Но это дар от Бога. Потому что люди любили Господь и храняли веру в сердце. Он подарил, он дал это церковь и монастырь. У нас в
стране вот уже 30 лет строятся просто храмы Да. и монастыри, и Да. прям вот В 30 Как лет грибы. только, да. как грибы растут в храмах. Это можно видеть дух нашего народа, дух нашей веры. Да. Вот. Это, они сохраняли веру в сердце. Да. Я видел духовное место. Я думаю, это мне мнение, потому что монахини, которые жили здесь, они были духовные, а вы, когда были здесь сначала, были очень горячие, а сейчас тоже горячие, но были горячие и есть вера. Это место будет монастырь, будет монашество, будет еще раз здесь. Спросили много от Бога, и Он дал. Да, все Господь дал, все.